Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости канала, подписчики, огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Картина ближайшего будущего на песке. Если тема вам интересна, присоединяйтесь, посмотрите на песочек и загадайте на себя, на свое ближайшее будущее. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу ваши силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. И пусть высшие силы водят моими руками и дадут нам информацию о том, что скрыто. Так, смотрите, вас ждут дела. Дела, работа, труд. Здесь два человека просто на молоте сидят, да, и стены долбят. В прямом смысле этого слова. Возможно, придется действительно поработать, вложиться, как говорят, вкалывать, да, на своей работе. Но чем больше работы вы переделаете, чем сложнее будет ваш путь к достижению желаемого, либо, как скажем, больше вы потратите сил на то, чтобы добиться желаемого, тем больше будет награда. Здесь идут, здесь, знаете, как хочется сказать, пахнет большими возможностями, большими деньгами. Значит, не отказывайтесь от работы. Не отказывайтесь от помощи, работайте, добивайтесь, пробивайте эти стены. Между вами и вашей реализацией, либо вашими денежками, ну не такая уж толстая стеночка, да, можно вот подолбить, да, и получить. Поэтому не отлынивайте от работы, поэтому не отказывайтесь, работайте, и вас вознаградят. Причем вознаградят даже больше, чем вы рассчитываете. Знаете, это может быть и комиссия, и какой-то щедрый человек там хорошие чаевые оставит. Может быть, даже чаевые будут больше, чем сама работа, да, вот оплата самой работы. На кого-то вы своим рвением, своим вот этим энтузиазмом, да, горячим подходом произведете неизгладимое впечатление. Либо человек вас прям вознаградит, достойно вознаградит, либо эта ситуация станет для вас триггером, вернее, триггером для вашего будущего. То есть человек посмотрит, как вы работаете, скажет: о, а этот человек молодец, а этому человеку нужно и важно доверять. И может быть в будущем для вас какой-то очень серьезный контракт будет подготовлен, либо какое-то очень хорошее место, либо должность, да, вам будут предлагать. Поэтому сейчас вы поработаете на себя. Не отказывайтесь, работайте, все будет замечательно. Вы работаете на себя и на свое будущее. Здесь оплата будет более чем достойной. Дальше, мои милые. В семье, в отношениях, здесь я вижу весна, здесь любовь, здесь желание либо уйти от каких-то конфликтов, либо от каких-то недоговоренностей, что-то, может быть, выяснить, прояснить, обнулиться, может быть, начать с чистого листа. Желание обоюдное, как у вас, так и у вашего партнера. Значит, не стесняемся, не оглядываемся назад, идем вперед, идем в будущее. Вашему партнеру не только можно, но и нужно довериться, либо доверять. Так, следующий момент касается каких-то разговоров. Я вас хочу предупредить, чтобы вы среди подруг, либо, может быть, родственниц, да, то есть просто здесь идет женщина с двойным лицом. Значит, она с вами сидит такая, говорит: о, да, какая же ты там бедная, несчастная, либо как тебе не повезло, да, вот как поддерживает человек, да, как на вашей стороне. Тут же она отворачивается, и уже из нее просто словесный понос идет против вас направленный. То есть она вас, мало того, что она вас всем все расскажет, она еще это приукрасит, да, еще там помоями приправит, чтобы прям, может, знаете, самое то было. Женщина сплетничает. И если вы поделитесь каким-то сокровенным, важным для вас, будьте уверены, буквально же в тот же день все ваше окружение, и не только ваше окружение, получит эту информацию, но искаженную, какую-то прям такую, знаете, ну, такие вот грязные разговоры, грязные сплетни.
И мало того, что вам будет очень неприятно, что просочилась эта информация, да, о вашем сокровенном, так вам еще придется, возможно, и оправдываться перед какими-то людьми и объяснять, ну, почему так произошло, да, почему, либо по какой причине вы там кому-то так относитесь, либо о ком-то что-то сказали. Значит, женщина, именно идет женщина, отличительная ее характеристика, это вот какая-то попа у нее, то ли слишком круглая, то ли бедра, может быть, у нее такие прям фигуристые. Вообще, вот рот на замок, воздержитесь. Ну, сколько воздержаться? Ну, желательно вот дней 10, а лучше там и 15, да, просто не рассказывайте, как бы сильно бы вам не хотелось с кем-то поделиться. Понятно, что бывают ситуации, когда просто необходимо, да, рассказать. Вот, я не знаю, в зеркало расскажите, да, себе самой в зеркало расскажите, либо в подушку расскажите. Но не женщинам. Вот от женщин держитесь подальше, даже от самых-самых прям близких и родных. Даже здесь может быть ситуация, что вы поделитесь там, с близкой подругой, либо поделитесь с мамой, да, самым родным и близким человеком, а она по доброте душевной о вашей проблеме кому-то еще скажет. И все, и понеслась, понимаете, лучше вот помолчать и сдержаться. Дальше гнездо выходит. В гнезде у нас все спокойно, гнездо это дом, это семья. Единственное, что на пороге какой-то гость незваный, может быть, даже и нежеланный. Значит, человек какой-то придет. Может быть, кстати, гостем отыграться и не только как человек, который действительно хотел бы визит вам навести. Это может быть еще и, например, какой-то сотрудник какой-то ремонтной службы. Да? То есть вы ни сном, ни духом, а вот на пороге, да, с проверкой с какой-то. Либо, может быть, с каким-то, ну, я не знаю, что-то поменять, что-то где-то испортилось, протекло. То есть вам придется принимать этого человека, ну, придется потерпеть. Ну, такое дело. Дальше. Здесь идет приглашение на какое-то мероприятие. Честно скажу, вам, скорее всего, по левой стороне не сильно хочется. Может быть, там какое-то сомнительное мероприятие, либо люди, ну, скажем так, вами не особо любимые. Вы будете сидеть и думать, как бы вам избежать, да, либо как бы вам так корректно отказаться, чтобы никто нигде не обиделся, ну и вам, соответственно, не пришлось бы ехать там и посещать данное мероприятие. Значит, смотрите, если будут за руку прям тянуть и говорить, что нет, без тебя там ничего не состоится, обязательно и прочее, лучше согласитесь. Согласитесь, поезжайте, там, потерпите немножечко и назад возвращайтесь. Почему это важно? Потому что обида вот того человека, кому вы откажете, может быть гораздо сильнее, чем вот тот эффект, ну, недовольства ситуацией, которую вы можете испытать. То есть здесь именно та ситуация, что, ну, нужно будет просто потерпеть. Потерпеть, может быть, там, к мужа родственникам, да, придется ехать, а вы там, ну, не особо, да, общаетесь, либо может быть, общение какое-то с подковырками, да, девочки, поезжайте, потерпите, ну, от вас не убудет, эта ситуация, она лишь, знаете, как закаляет вас, да, только сильнее делает. Хуже будет, если вы, например, потом с мужем поссоритесь, либо там с той стороны, там, бочку на вас претензии выкатят. Не надо. Поезжайте, потерпите, ничего страшного, вы переживете. Если есть возможность, как говорится, отмазаться, тогда, конечно, пожалуйста. Если нет, если уже прям за руку вас тянут, тогда лучше соглашайтесь, поезжайте. Не входите в острую фазу конфликта. Это вообще ничего хорошего вам не принесет. Дальше, по поводу конфликтов. Здесь какой-то, ну, человек, скорее всего, может отыграться как начальник, может быть, как какой-то высокопоставленный, либо выше, чем вы, коллега, может быть, сотрудник организации, куда вы придете как проситель, достаточно высокомерно может с вами пообщаться, либо будет вне духа, как правильно сказать, не расположен, да, к приятному общению, будет груб и, возможно, даже какое-то хамство будет. Значит, здесь терпеть не надо. Молча там утираться тоже не стоит. Здесь нужно человека поставить на его место. То есть, если ты ответственный сотрудник, пожалуйста, занимайся своей работой, будь вежливый, корректен с клиентами. Если ты начальник, то никто права тебе не давал, да, и царем тебе не назначал. Имей уважение к людям. Ну и то же самое с коллегами. Здесь, конечно, ругаться, хамить, грубить не стоит, но поставить человека на место – это просто необходимость. Дальше, милые, по деньгам. Деньги. Тут деньги вот у вас идут. Они заходят и они выходят. Здесь они заходят, а здесь они выходят.
Значит, контролируйте свои траты, все считайте. Считайте, вот прям, ну, как по копеечкам считайте, да, вот прям ровно-ровно. Чеки собирать можете. Четко планируйте свои растраты, потому что у вас тут какой-то, извините, хаос. Вы, конечно, простите, но, может быть, вы все считаете, все делаете правильно, но у вас почему-то вот расходы, ну, вот они визуально как бы даже больше, чем ваши доходы. Это неправильная позиция, здесь нужно скорректировать, чтобы у вас наоборот было, да, чтобы вы могли еще что-то там собирать себе, чтобы у вас денежки на будущее были. Пересмотрите, потому что если так дальше пойдет, особенно если вы в семье живете, то здесь могут быть претензии в ваш адрес, что вы там транжиры и не умеете ни считать, ни тратить. Если вы живете сами, то идет разочарование в себе, что ну зачем же я так сильно потратилась, почему не подумала о будущем. Дальше здесь идут новости, сообщения, причем такого, знаете, характера скользкого. Почему скользкого? Что-то идет размытое. То есть какие-то сообщения, может быть, какие-то кусочки, урывки. Может быть, в принципе, да, даже вот в новостях что-то вот скажут, но оно такое будет, да, так себе, да, ни о чем. Либо глобально, но по факту ничего не понятно. Берегитесь таких новостей, потому что вы можете либо неправильно понять ситуацию, либо, ну, как бы расстроиться, да, на пустом месте. Значит, тут будут новости меняться. Причем меняться как-то со скоростью света. Там сейчас одно, там через 3 секунды другое. Кто-то что-то вообще по-другому понял, да, какие-то вот идут горячие разговоры о новостях. Здесь лучше переждать, дождаться, пока будет четкое решение, либо четко озвучено какое-то постановление, либо распоряжение, либо какие-то правила новые. Дальше. У кого поездка тут намечается, либо вы планируете какую-то поездку, значит, готовьтесь к этой поездке. Здесь очень важно, чтобы вы подготовились как по документам, по деньгам, документам, так и по багажу, не знаю, как это правильно сказать. Багаж, одежда, то, что вы берете с собой. Здесь какой-то риск чего-то не того взять, либо забыть какой-то важный документ, либо вещь какую-то важную. Заранее лучше собирайте, готовьте свои вещи, сумки, чтобы потом последнюю минуту лихорадочно не паниковать. Господи, все ли я взяла, все ли я сложила, все ли там у меня на месте. Либо где-нибудь там в аэропорту, например, да, либо в каком-нибудь месте не осознать, что вот самое важное я-то и забыла, да, какой-то важный документ. Здесь нужно именно реально очень четко, плотно готовиться к поездке, чтобы она не превратилась в разочарование для вас. Так, и еще важный момент связан с встречами, знакомствами. У кого-то идет встреча, либо знакомство, какое-то вот, знаете, как в фильмах показывают, да, ну вот прям люди столкнутся случайно, так неожиданно, непредсказуемо. Вот с кем-то вы столкнетесь. Кто-то столкнется с прошлым, кто-то столкнется с будущим. А у кого-то так, у кого-то по-другому отыграется. Но что объединяет эти все события? То, что вы почувствуете, вы просто почувствуете этот момент, что эта судьба вас сталкивает с человеком. Значит, убегать, прятаться, морозиться не стоит. Здесь нужно поговорить. И, ну, еще раз, да, вас не зря столкнули, и вам есть о чем поговорить, и вам есть что прояснить. У кого-то, кстати, от этого столкновения зародятся новые чувства, либо появится возможность на то, чтобы построить крепкие отношения и даже семью. Вот так вот, мои дорогие. Так, на этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.